Татарские платья, тюбетейки, калфа, камзолы. В Музее экологии и охраны природы открылась выставка «Татарская национальная одежда. Традиции и современность». Ее задача – сохранить для будущих поколений то, что осталось от наших предков. Возрождением татарских традиций занимаются художники декоративно-прикладного искусства. Свои работы они представили на выставке. С ними познакомилась и наша съемочная группа. Я ее выполняла к тысячелетию Казани. Речь о панно, посвященном последней царице Казанского ханства Сюембике. Над ее портретом Наиля Сабирова работала полгода. В качестве материала использовала солому. Солома использована тут ржаная. Другая солома не подходит. Ржаная самая такая широкая она, чем другие. Берется летом, когда созревает рожь. Когда она желтеет, которая не мятая, круглая должна быть. Потом убираются колоски, срезаются, нижняя часть твердая убирается. Портрет выполнен из разной соломы, гладкой, плетеной и крашеной. Кроме того, художница работает с берестой и любит вышивать. Также на выставке представлены работы еще одной художницы декоративно-прикладного творчества Дани Сабировой. Это панно, женский татарский костюм, украшенный натуральными камнями, сумка и многое другое. Обе художницы состоят в объединении «Оккол Факлора Самнер». Занимаемся очень плотно, выставляемся в очень многих местах. Вот в данное время у нас в Мензелинске идет выставка наша. Мы там выставляем разного характера работа не только одежды, там и живопись, и графика, и в то же время вышивка, но там есть везде татарские национальные компоненты во всех работах. В одно время это наше национальное искусство почти пропало. Вот народное, именно как народное искусство. Почти ничего не было. Вот в последнее время очень сильно, активно нашли работу вот таких художников, как Наиля, Дания. Они всегда как бы более современно подают уже, вот это развивают дальше, вот это искусство, и показывают молодым. Также на открытии выставки пригласили краеведа Анису Ашрапову. Она продолжила дело своего отца и брата. Женщина занимается составлением генеалогического древа. По ее словам, 17 человек из ее родословной вошли в книгу «Заслуженные люди» Тукаевского района. Кроме того, она написала 2 книги о своих родственниках и жителях Азьмушкинского сельского поселения. На сегодняшний день знаю, где кто жили, где у нас что было построено, кто вернулись с войны, кто ушли, сколько человек ушло в те времена защищать нашу родину. Вот обо всем об этом я написала. Свои труды она планирует оставить своим детям, внукам и сельчанам, чтобы они знали историю деревни. Лейсан Гамдрашитова, Тагир Бекметов. Новости Набережные Челны.